Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Ижади чәршәмбе». Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». Сегодня мы вас познакомим с артисткой оркестровой группы нашего ансамбля Гульнарой Ибнеевой. Здравствуйте, уважаемые зрители! Мне сегодня очень приятно пообщаться с вами и немножко рассказать о себе. Гульнара, как ты выбрала профессию музыканта? Музыкой я начала заниматься с 7 лет. Сначала родители отдали меня в ДК имени Гайдара, где год я занималась на домре и ходила еще в хор. Мне очень нравилось с детства петь, и таким образом я потихоньку начала вливаться в мир музыки. Но скажу честно, что на инструменте обучаться сначала мне было непросто. Когда первый раз пришла я в ДК Гайдара к своему преподавателю, она показала мне инструменты: домру, гитару, баян и балалайку. И мой взгляд сразу упал почему-то на домру. Мне она очень понравилась тем, что она компактная, у нее 3 струны, она мне сыграла какую-то такую задушевную мелодию и покорила мои чувства и мою душу. И, естественно, я выбрала домру, показала вот инструмент, на котором я хочу обучаться. Вот. Но в силу того, что вот в Гайдара все-таки это был кружок, а не музыкальная школа, мне музыкальная грамота давалась сложно, потому что преподаватель, она сразу ставила ноты, и я должна была играть с листа. Это, в свою очередь, тоже такой сложный момент, особенно для ребенка 7 лет. И у меня очень сильно такое, вот я еще отмечаю, что у меня очень сильно болели пальцы, потому что струны на домре оказались очень жесткими, и поначалу у меня очень болели пальцы, и я даже говорила маме, что мама, я не буду играть на этом инструменте, что у меня очень болят пальцы, пожалуйста, давай мы не будем ходить. Но в дальнейшем все-таки я закончила год в ДК имени Гайдара, и мама с папой предложили мне все-таки перейти на обучение в музыкальную школу. Недалеко от нашего дома есть детская музыкальная школа номер 11. И мама сказала, что ты можешь, Гульнар, выбрать любой инструмент, скоро будут вступительные экзамены, и ты уже сможешь обучаться профессионально, осваивать нотную грамоту, учиться понимать искусство и уже вживаться потихонечку в роль маленького артиста. Вот. Мне очень повезло, потому что поступила в музыкальную школу я к очень хорошему преподавателю. Этот преподаватель в жизни сыграл большую роль. Ее зовут Галина Павловна Березова, и она является заслуженным работником культуры Республики Татарстан.
я считаю, что мне очень повезло, что она взяла меня в свой класс Домры. Вот. И уже потихонечку с первых лет мне стало обучаться уже намного легче, потому что в музыкальной школе там есть такие предметы, как сольфеджио, слушание музыки, хор, специальность. И мне очень нравилось играть на домбре, мне доходчиво все объясняли, и как-то вот с музыкой у меня здесь завязалась такая вот хорошая дружба. Постепенно я развивалась, и потихонечку преподаватель предложила мне участвовать в фестивалях, конкурсах. Вот. И мы уже постепенно участвовали на городских мероприятиях, на республиканских и уже в дальнейшем на международных мероприятиях. Вот. И такой еще поворотный момент в моей жизни был тогда, когда Галина Павловна где-то в классе 5-6 предложила мне съездить на конкурс. Это был конкурс не в Казани, он был в Крыму, в городе Симферополь. И я помню тот момент, это был весенний такой солнечный, теплый день. И она пригласила меня к себе и после урока сказала мне, что вот, Гульнар, ты знаешь, вот есть такой конкурс, называется «Синяя птица», хотела бы ты в нем поучаствовать. И я, конечно же, сначала испугалась. Первые мои эмоции были такие, что нет, я никуда не поеду, я не хочу уезжать далеко от родителей, далеко от дома, что, то есть какая-то вот неизвестность меня пугала. Ну, я сказала, что мне нужно поговорить с родителями, и мы примем решение. Поговорив дома уже вот с родителями, они, естественно, меня убедили, сказали, что Гульнар, там же тепло, это май, там море, там солнце, там развитие, там будет у тебя такой вот подъем творческий. И, конечно же, я согласилась. И вот здесь у нас уже начались такие вот занятия более кропотливые. То есть я уже занималась не час в день, как раньше, а я уже играла где-то 3, 4, 5 часов в день занималась. Мой преподаватель Галина Павловна рассказала мне немножечко об этом конкурсе. Она сказала, что в прошлый раз в конкурсе «Синяя птица» участвовало большое количество людей. То есть в каждом конкурсе есть возрастные категории. И я попадала в среднюю возрастную категорию 12-15 лет. Но тогда мне было 13 лет. И то есть мне нужно было соревноваться с домбристами, уже более взрослыми, те, которые учатся уже в музыкальных колледжах и училищах. Но к тому времени, к маю, я уже была настолько обыграна и всячески была подготовлена, что ехала я всегда, мы поехали с большим чувством долга перед своим городом Казани, чтобы я смогла достойно представить свой город на конкурсе такого уровня. И вот немножечко расскажу о конкурсе. Когда проходил конкурс, то есть мы приехали в солнечный Симферополь, была хорошая погода. В мае у нас еще стоит плюс 20, а там уже было около 30. Все очень были добродушными и положительными такими людьми. Мы познакомились с музыкантами, с другими преподавателями. И у нас началось общение, мы общались. И в день конкурса я выступила очень хорошо. Преподаватель сказал, что я сыграла достойно. И когда объявляли результаты, сказали, что я являюсь лауреатом 3-й степени в этом конкурсе. Конечно же, мы были очень счастливы. И тогда, в день гала-концерта, мы играли, выступали, то есть лауреаты выступали на концерте, а после было вручение. И когда было вручение, каждому участнику вручали какой-то памятный приз. И вот здесь
Представляете, какая была радость для ребенка, когда ему дарит свой настоящий фотоаппарат. А тогда фотоаппараты были пленочные, и это был уже мой фотоаппарат, мой личный. Я, конечно, была очень счастлива от такого подарка. А не захотела стать фотографом после этого? Ну, я очень любила фотографировать, у меня очень много фотографий с конкурса. Мне всегда нравилось снимать что-то красивое, необычное, что привлекает мой взгляд. И вот как-то вот мне больше все-таки нравилась музыка. Музыка это была прям мое. Вот я считаю, что музыкантом все-таки должен становиться человек, который очень любит свою работу. Есть огромное желание развиваться. И считаю, что чем больше человек работает на каком-то конкретном месте, допустим, будь то музыкальная школа или коллектив, или какой-то небольшой ансамбль, то, конечно же, в течение всей работы человек развивается. То есть чему-то учится у него, что-то подпитывает он сам от своих коллег. И в этом плане наш госансамбль, конечно же, это настоящая находка, потому что в нашем коллективе работает большое количество людей разных возрастов. И мы можем набираться опыта у более старшего поколения. А где ты училась после музыкальной школы? После музыкальной школы я училась в Казанском музыкальном училище имени Аухадеева. Сейчас это учебное заведение называется Казанский музыкальный колледж. Проучилась я там 4 года, закончила его с красным дипломом. И после окончания училища поступила в Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова, которую также закончила с красным дипломом в 2013 году. Гульнара, когда ты узнала про ансамбль? И в каком году пришла в наш коллектив? В ансамбль я пришла в 2013 году после окончания консерватории. В консерватории я играла в оркестре татарской музыки. Мне очень повезло в этом плане, потому что я всегда любила татарскую музыку, и мне нравились татарские мелодии. Они очень задушевные, лиричные и такие народные, наши национальные. Вот. И я, конечно же, хотела работать в коллективе, где именно будет присутствовать большое количество татарской музыки. Вот. И я пошла искать работу, скажем так, и приехала в госансамбль песни и танца. Тогда это был, наверное, июль, и коллектив был на репетициях к универсиаде, и мне сказали, что нужно будет подойти ближе к августу, к сентябрю. Тогда в назначенный день я пришла, у меня было прослушивание, был художественный руководитель Айрат Ринатович, директор Юрий Леонидович, также была Наиля Акрамовна, наша завтруппой бывшая, и еще люди, которые работают у нас. Да? Вот. И после прослушивания мне сказали, что я подхожу, и мы вас берем. То есть я была очень счастлива, потому что я мечтала работать в таком коллективе. В 2013 году, получается? Да, в 2013 году я, получается, работаю уже почти, то есть так, в октябре у меня будет 9 лет работы в госансамбле. И я очень рада,
потому что я занимаюсь любимым делом, творчеством, стараюсь делать свое дело на 100%, как я считаю. Надеюсь, что у меня это получается. Я знаю, что ты еще преподаешь. Да, вот как раз-таки я преподаю в детской музыкальной школе, в которой сама училась. Меня пригласил директор нашей школы Владимир Николаевич и сказал, что он нуждается в таком специалисте, как я. Я, конечно, была очень счастлива. Я тогда была студенткой второго курса консерватории, и у меня была нагрузка небольшая, 2-3 человека, но я была очень счастлива, потому что я обучала детей игре на своем любимом инструменте, на домре. Расскажи о нашем оркестре. Наш оркестр, он, я считаю, в своем роде уникальный. У нас в оркестре 15 человек, и здесь есть такая особенность, что у нас присутствуют все группы инструментов. Струнно-щипковые, это домра, гусли, струнно-смычковые, скрипка, альт, духовые инструменты. Также у нас есть медно-духовой инструмент, это тромбон, ударный и, конечно же, народные инструменты клавишные, это баяны. То есть у нас некий такой синтез инструментов, и благодаря этому звучание оркестра, конечно же, привлекает слушателя и, конечно, зрителей. Хочется сказать еще, что в нашем оркестре большое количество произведений, и мы играем не только татарскую музыку, мы играем еще произведения различных стилей и жанров. Инструментовками занимается у нас наш главный дирижер Рашид Шакурович Мустафин. Также занимаются артисты оркестра Айрат Хайруллин и Азат Галимуллин. Еще недавно, буквально в наших рядах теперь есть композитор, человек, который работает в ансамбле много лет, это Радик Салимов. Он пишет произведения для оркестра, а также делает прекрасные инструментовки. То есть у нас постоянно пополняется творческий запас произведений, и мы, конечно же, с удовольствием представляем вниманию зрителей наши новые сочинения, наши творения. Расскажи о своих учениках. Как я уже сказала, я работаю в музыкальной школе номер 11. Это та школа, в которой я сама выросла. И мне очень приятно работать там. У меня на данном этапе работы 13 учеников, с которыми мы занимаемся специальностью. То есть это основным инструментом домрой. И еще у нас есть такой предмет, как ансамбль. Я тоже веду этот предмет. У меня есть ансамбль домбристов. Им очень нравится играть в ансамбле, потому что здесь они общаются, обмениваются опытом. Также большое количество времени я уделяю игре именно в ансамбле со своими учениками. А ведь они, смотря на своего преподавателя, учатся профессионализму и тому, как нужно себя держать на сцене и как нужно готовиться уже к выступлениям. Педагогическая работа, она меня тоже привлекает, как и концертная, потому что здесь я считаю, что я тоже развиваюсь вместе со своими учениками, друг другу мы заряжаем энергией. И все-таки я считаю, что самое важное – найти правильного преподавателя в своей жизни. Ведь преподаватель – это человек, которому ты полностью доверяешь, открываешь свою душу, и невозможно достичь каких-то результатов, если нет контакта между преподавателем и учеником. Мне в этом плане очень повезло, как я уже сказала. И мой преподаватель Галина Павловна сейчас является моей коллегой. Мы с ней уже вместе работаем 12-й год. И я очень счастлива, что я набираюсь от нее опыта и свои знания уже использую в своей же работе с моими учениками.
С учениками мы стараемся проходить не только учебную программу, но и участвовать в концертах и в конкурсах. Вот. По возможности мы ходим обязательно на эти мероприятия. Они интересны как и для ученика, так и для меня. А ученики бывали на наших концертах ансамбля? Да, вот недавно буквально наш коллектив дал концерт в ДК имени Ленина. Это в авиастроительном районе, и ученики мои присутствовали на этом концерте и даже сказали, что они меня там видели, узнали. Мне очень приятно, и они сказали, что коллектив им очень понравился. У нас была программа такая по гастрольным меридианам, и там были в программе танцы народов мира. Это всегда интересно, у нас красочные костюмы, яркие танцы, прекрасная музыка и, естественно, прекрасные вокалисты, которые воодушевляют зрителей на походы на концерты и всякие мероприятия музыкальные. А пальцы до сих пор болят? Пальцы уже сейчас не болят, они болят поначалу и болят иногда после летнего отпуска, потому что примерно месяц мы не занимаемся. Стараемся, конечно, находить время, но иногда не бывает возможности просто поиграть. Вот. Но все-таки поддерживать свою форму нужно, я считаю, и мы забираем все, вот конкретно дамбристы, я знаю, забирают инструменты домой, и мы играем этюды, гаммочки, упражнения для своих пальчиков, чтобы пальцы у нас находились в активном таком тонусе игровом. Вот. А своим ученикам я даю советы, если вдруг заболят пальцы, у них они болят, особенно после летних каникул, мажем мы пальчики йодом до начала игры и после занятий на домре. И тогда никаких проблем у нас не возникает. Гульнара, спасибо тебе за интервью. Успехов тебе, успехов ученикам. До свидания. До свидания, до новых встреч.